Здравствуйте, меня зовут Соловьев Константин, мне 13 лет, я учусь в 7 классе в Жиганской средней школе. В этом году мы начали изучать новый предмет– физику. На каждом уроке мы изучаем много терминов и формул, и некоторые из них очень трудно запомнить с первого раза. Исследователи пришли к мнению, что память некоторых учеников не приспособлена к быстрому запоминанию. И если вовремя не помочь этим ребятам, у них ухудшится успеваемость, и со временем пропадет интерес к предмету. С этой целью я решил найти удобные способы и приемы развития памяти, приемы мнемотехники. Гипотеза. Изучение физики будет более эффективным, если на уроках использовать способы развития ассоциативной памяти при помощи мнемоники. Актуальность работы. Для облегчения процесса обучения на уроках физики научить школьников пользоваться мнемоническими правилами. Цель работы – исследовать способы и приемы мнемотехники. Задачи – рассмотреть понятия и апробировать приемы мнемотехники на уроках физики. Создать копилку эффективных мнемонических приемов. Объект исследования – мнемоника. Предмет исследования – эффективность мнемонических приемов при изучении физики. Мнемоника – это искусство запоминания. Термин мнемоника введен Пифагором. Первый сохранившийся труд по мнемонике приписывают Цицерону. Мнемоника ведет многие люди, чьи имена связаны с огромным потенциалом. Например, Александр Македонский помнил имена всех своих воинов. Билл Гейтс помнит сотни кодов, созданного им программного языка. Память бывает двух видов – кратковременная и долговременная. Память также по способу запоминания делится на длительную и слуховую. Для усердного запоминания очень важна мотивация и интерес ученика. Законы запоминания держатся на впечатлении, повторении и ассоциации. Существует огромное количество методов и способов запоминания любой информации. Первое. Буквенный код. Запоминание по начальным буквам слова. Например, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эта фраза кодирует запоминание чередования цветов спектра. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Второе. Рифмизация. Зарифмовать запоминаемый материал. Массу мы легко найдем, умножив плотность на объем. Третье. Обобщающие таблицы. Запоминание материала с помощью планов рассказов. Например, план. Четвертое. Запоминание формул. Например, треугольник Ома. Закрываем искомую величину. Две другие величины дадут формулу для ее вычисления. У человека три основные модальности восприятия. Аудиальная, то есть слуховая, визуальная, зрительная и кинетическая, тактильная. У каждого человека одна из этих модальностей является ведущей, определяющей способ получения и переобработки информации. Необходимо, чтобы эти дети осознали особенность своего учебного стиля. Вывод. При обучении мнемоническим методам важно опираться на личный опыт учащихся, их чувства и эмоции. Тогда новая информация запоминается прочнее и хранится дольше. Применение мнемотехники дает возможность отвлечься от науки на уровень житейских ассоциаций, игры, воображения и фантазии. Мнемоприемы позволяют сэкономить время на уроках повторения и систематизации прошедшего. Особую пользу они приносят при подготовке к экзаменам и зачетам.